Нет людей, которые бы ни разу в жизни не пользовались общественным транспортом. Почти наверняка, несмотря на наличие собственного автомобиля, время от времени мы предпочитаем для различных поездок маршрутные такси. Правильная организация работы общественного транспорта важна как в дневное, так и в вечернее время. Ведь после работы людям из центра необходимо добраться в районы проживания. А в летний период с проблемой добраться домой сталкиваются как жители, так и гости столицы. Желательно, чтобы после 18 часов автобус, хоть пусть через час, но то по табличке ровно выезжает. Допустим, подходишь 19:00, 20:00, уже подходишь к этому времени, чтобы машина стояла. Да. Не чаще, но хотя бы через час, да. Хоть знаешь спокойно, что ты уедешь. Промежуток, интервал между рейсами, конечно, увеличился. Если раньше троллейбусы ходили лучше, то именно троллейбусы сейчас ходят, конечно, хуже. За остальной транспорт не можем сказать, а вот именно троллейбусы, да, интервал стал очень большой. По времени сколько вы можете ждать на остановке? Ну, где-то с полчаса точно можем. Автобусы более-менее ходят, но единственное, что вечером очень трудно уехать с города. И вот мы вечером второй раз на море, допустим, ездить – это уже проблема. Вот 7:30 уже практически уже транспорта нет, понимаете? Бывает и 40 минут, бывает и больше. На маяке это что-то. Людей много, транспорта мало получается? Да. Да. А что они говорят? Почему так говорят? А кто вам скажет? Кто вам скажет? Водителю задашь вопрос, он вам ответит? Таким образом, после 18:00 общественный транспорт в городе не встретишь. За разъяснением мы обратились к водителям маршрутных такси. Сейчас на то направление не работают троллейбусы, как плохая погода была. Так? Это много решает. И еще автобусы есть государственные. Они должны ездить по графику. А мы частные люди, они разъезжают по экскурсиям, не успевают. Троллейбусов нет, автобусы, наверное, тоже мало ходят, не знаю, как там. И вот так и все, только эта причина. А вы со скольки до скольки работаете? Мы почти с 7 утра до 8 до полвосьмого. Потом нет никого. Там из-за 2-3 человека люди не будут кататься. С 7 до 6, все. А почему попозже нет транспорта? Нет, не выдают солярка. Нет, солярка не выдают. Причина только в этом? Да, а больше что причина? Нет, солярка не выдают, за это не работает, даже дежурство не делают. 15 говорят, не знаю точно, 15, по-моему. Мало, да? Мало, даже не хватает. А? Сколько рейсов они делают в день, грубо говоря? Кто 6 кругов делает, оборотов, кто 5 оборотов, по-разному делает. Им за свой счет потом приходится? Конечно, свой шаг, откуда больше с команды, конечно, после. Директор Сухумского АТП Леонид Шулумба отметил, что проблема с нехваткой топлива возникает из года в год. Помимо этого, техническое состояние общественного транспорта оставляет желать лучшего. Мы хотели бы увеличить режим работы, у нас обсуждались эти вопросы, но, к сожалению, видимо, из-за сложной ситуации в стране в связи с пандемией, вероятнее всего, и по той причине, что была стихия не так давно, вы знаете, и, скорее всего, средств не хватает в администрации, мы не можем решить этот вопрос по увеличению режима работы транспорта, ввиду того, что износ транспорта идет, количество топлива недостаточно, который сегодня есть, который мы выдаем. Ну и в связи с этим мы не можем увеличить объем работы. Водители даже самостоятельно есть, когда заливают топливо, и как-то работаем до туда, докуда имеем место. Вот сейчас вы знаете это. Ну, для решения этого вопроса, наверное, все-таки надо обсуждать и неоднократно, как выходит, и дополнительная дотация решает все вопросы. Сухумские службы такси работают круглосуточно, однако и до них сложно дозвониться. Если повезет, то ждать машину приходится 15-20 минут. Машина есть? Вам придется минут 15 подождать. Ой, а еще минут 15, пока он приедет, да? Нет, минут 15-20, думаю, максимум. Все вместе. Хорошо, сейчас перезвоню, если вдруг. Хорошо. Можно Поступает вызов. Вот сейчас вот это в Килосур. Машина у нас в городе. Минут 15 мы говорим, потому что, факт, что за 15 минут не доедет. Учитывая то, что на дорогах пробки, может где-то он остановиться. У нас клиенты, во-первых, то, что говорят, мы вызываем с одной точки до другой, они могут вернуться назад. Они заходят в магазин, они ждут.
И вот в связи с этим приходится ждать. Ага, сколько машин у вас сейчас работает? 9. 9 машин. Я думаю, наши клиенты нас должны понять. Еще один немаловажный факт. В летний период многие таксисты зарабатывают на трансферных перевозках. Следовательно, количество машин, работающих в городе, заметно сокращается. К 19:00 на остановках людей почти нет. Возможно, это связано с тем, что граждане стараются пораньше уехать домой. Нам удалось пообщаться с таксистами транспортной компании «Гаруда Экспресс». Конечно, мы большие извинения приносим тем клиентам, которых мы не смогли обслужить вовремя, да? В силу того, что мы не успеваем. На Гаруду ложится вся нагрузка, эти перевозки, такси по городу, если вот так взять. Есть остальные, много тут такси в городе, но там их вообще меньше. И порой к ним вообще не дозвониться. У нас режим работы начинается с 8 утра до 2 часов ночи вообще каждый день. Через день у нас смена. И в свою смену обязательно надо выходить. Очень много работы, помимо города, за город. Многие граждане вынуждены планировать свой день в соответствии с графиком работы маршруток, автобусов и троллейбусов. На сегодняшний день вопрос пересмотра режима работы общественного транспорта в вечернее время остается открытым. Сария Кварацхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.